Министр экономического развития Республики Коми Антон Фридман встретился с жителями деревни Пожня. Встреча с министром, а также руководителем районной администрации Дмитрием Кирейковым прошла в зале сельского клуба. Вначале Антон Фридман рассказал пожненцам о приоритетных направлениях работы министерства. Одним из них является проект «Народный бюджет». В его рамках каждый житель республики мог отправить на специальные открытки свои предложения по улучшению экономической ситуации в Коми. На сегодняшний день в адрес министерства поступило около 7 тысяч открыток. Работа над этими предложениями по их разбору была проведена. Они были соответствующим образом ранжированы, структурированы. И сейчас проводится работа по формированию этой народной программы. Соответственно, я думаю, что к ноябрю месяцу мы сформируем официальный и публичный документ, в котором все эти предложения будут показаны. При этом они будут показаны с той точки зрения, что они уже нашли свое отражение в бюджете республики, они будут отражены, либо они по каким-то причинам не могут быть приняты. То есть правительство республики даст полный отчет. Затем совместно с руководителем районной администрации Дмитрием Кирейковым и главой сельского поселения Поляна Владимиром Артеевым министр экономического развития ответил на все интересующие жителей деревни вопросы. Одной из самых наболевших проблем пожненцев является газификация деревни. Этот вопрос прозвучал первым. Тот газопровод, который мы сейчас выйдем и посмотрим, и который идет через Пожню. Я знаю, что и врезки в него есть, и на частный сектор как-то уходит, но все это имеет какой-то хаотический характер. Но для того, чтобы этого не было, и потому что газопровод этот ничейный, он бесхозяйный, есть законная процедура принятия его в собственность, чем мы и занимаемся. Процедура законная составляет год. Мы ее начали уже, я сейчас просто не скажу точно, когда мы обратились в суд за постановкой, но мы запаспортизировали этот кусок. Я думаю, в следующем году мы его, я уверен, что в следующем году мы его примем. Единственный финансовый вопрос, который возникнет, это провести его экспертизу, потому что нужно убедиться, что он пригоден для эксплуатации и им можно спокойно пользоваться. И потом уже будем решать вопрос по газификации частных домов. Интересовались жители деревни и проблемой ремонта дорог. В этом году будет проведен ямочный ремонт заезда в Пожню. На следующий год запланирован капитальный ремонт, пояснил руководитель районной администрации Дмитрий Кирейков. Поднимался на встрече и вопрос развития сельского хозяйства на селе. Поддержка сельского хозяйства, она была в приоритете уже последние годы. И на поддержку местных производителей выделялись беспрецедентно большие суммы. В прошлом году только там из нашего бюджета более миллиарда рублей на поддержку. Мы продолжаем и будем продолжать поддержку сельхозпроизводителей наших местных. При этом мы, кроме прямой поддержки финансовой, вы все знаете про акцию «Покупай наше». Да? У этой акции, конечно, не только есть плюсы, но и минусы. Почему? Потому что, запустив эту акцию, многие производители сразу сделали повышение цены. Это тоже не есть хорошо. Поэтому мы сейчас эту программу нашу откорректируем. Но поддержка сельского хозяйства обязательно остается в приоритете. И на нее будут выделяться значительные суммы. В адрес гостей поступали также вопросы, связанные с отсутствием в деревне телефонизации, доступа в интернет, возможностью расширения границ поселения, а также с проблемами ЖКХ.